Продолжаем эфир телеканала выпуском новостей. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Около 1000 человек получили рабочие места благодаря Алроса в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Шлагбаумы, рамки и даже зеленые насаждения окажутся вне закона. Новые противопожарные правила вступают в силу с Нового года. Декада Белецкого наслега проходит в Алданском районе. Прикоснуться к многообразию эвенкийской культуры помогли современные технологии. В Министерстве ЖКХ Якутии сообщили о полном возобновлении электроснабжения в Нерюнгринском районе. Ранее стало известно, что авария привела к отключению в 5 населенных пунктах. О последствиях Ирина Кичигина. В 9:27 в Нерюнгри и еще 4 поселках – Иенгра, Золотинка, Серебряный Бор и Беркакит – в квартирах и на улицах города погас свет. В некоторых домах произошла остановка подачи водоснабжения. Ударили еще большие морозы, то жители стали переживать, а не отключат ли отопление. Поэтому в соцсетях идет активное обсуждение, что будет дальше. Люди переживают, но тем не менее, по нашей информации, тепло будет, и тепло никуда не денется. Нарушение электроснабжения произошло из-за повреждения линии электропередач. В результате технологического обрушения на первой цепи воздушной линии напряжение 110 киловольт произошло аварийное отключение второй секции шин на Нерюнгринской ГРЭС ДГК из-за неотключения линейного выключателя, от которого запитана часть города Нерюнгри, теплопункты и водонапорные скважины. В результате без света осталось более 4000 потребителей. Отключенная нагрузка составила 11,8 мегаватт. На сегодня без электроснабжения остаются потребители поселка Беркакит. Специалисты Нерюнгринского района электрических сетей филиала стараются предпринять все необходимые меры, чтобы восстановить подачу электричества. Бригада службы высоковольтных сетей уже приступила к обходу воздушной линии с целью выявления места повреждения. В 10:14 энергоснабжение было восстановлено частично в городе и поселках. В 11:45 во всех квартирах Нерюнгри загорелся свет и восстановлена подача водоснабжения. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Также в нерюнгринских соцсетях появилось видео о якобы крупном прорыве трубы на одной из улиц. В организации, осуществляющей обслуживание данного участка Нерюнгри теплоналадка, пояснили, что это рядовая ситуация, которая происходит в случае отключения электроэнергии и остановки насосов подачи воды. Срабатывает предохранительный клапан, который в аварийных ситуациях предотвращает разрыв внутриквартальных и внутридомовых сетей. Происходит выброс воды, что является нормой в экстремальных условиях. Такая система стоит на всех центральных тепловых пунктах, где повышается давление при остановке насосов. За минувшие сутки в Якутии выявили 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе брифинга по эпидситуации. Так, в столице, городе Якутске, зафиксировали 90 случаев, в Мирнинском районе 16, в Алданском 14. В Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах по 10, в Верхневилюйском и Татинском по 7, в Усть-Алданском 6. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших. Мы получили 300 доз вакцины. На прошлой неделе, в пятницу, начали вакцинацию. И буквально вчера получили дополнительно 500 доз вакцины, которые будут также реализованы, как предыдущие, для врачей, работающих в красной зоне. Итого 842 дозы новой вакцины от ковид наша республика получила. Мы ожидаем поставок, которые будут по разнарядке Минздрава Российской Федерации для прочего медицинского персонала, который работает в амбулаторном звене, либо, в стационарах, не задействованных под ковид. И только после вакцинации по всей территории страны медицинских работников, социальных работников наступит вакцинация массовая для населения. Общая сборка космической ракеты «Союз-2.1Б» завершена. Сегодня она выйдет на стартовый комплекс. Запуск запланирован на 18 декабря. Это будет первый полностью коммерческий пуск с космодрома «Восточный». В ноябре самолет Ан-124 «Руслан» с 36 спутниками связи OneWeb прибыл из США Благовещенск. Компания OneWeb разворачивает орбитальную группировку для создания спутниковой системы широкополосного доступа к сети интернет. Сейчас на орбите находятся 74 спутника. Для функционирования системы требуется 600.
Структурные изменения произойдут в государственном аппарате Якутии. Напомним, что в 2019 году в послании главы региона было озвучено решение о сокращении численности государственных и муниципальных служащих на 30% в течение 3 лет. В этой части администрация главы и правительства региона продолжает эти преобразования. По новой структуре сокращается число государственных гражданских служащих на 33 штатных единицы. Следующим шагом будет соответствующее решение на уровне министерств и ведомств. В алмазной столице состоялось выездное совещание по итогам трудоустройства местного населения Алросой. Около 1000 человек получили свои рабочие места благодаря работе предприятия в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Число молодых специалистов в возрасте до 30 лет составило 223 человека. Из сельской местности на работу принято около 200 человек. Алроса направила более 1 миллиона рублей на профессиональное обучение и дополнительное образование молодых специалистов. Идет комплексная профориентационная работа для привлечения местных кадров. Достаточно много молодежи до 35 лет, которые готовит республика, и жителей сельских улусов, в основном это Вилюйская группа улусов. В основном Вилюйские, Верхневилюйские, Нюрбинские, Сунтарские районы в этом году тоже представлены в компании очень хорошо. Как говорит первый вице-президент компании Соболев, что компания уже выходит на позитивные такие, траекторию. Алрос является флагманом, один из первых работодателей, которые подписали с Госкомитетом соглашение. И это соглашение компания очень добросовестно, обязательства принятые, она очень добросовестно исполняет. В России начнется повсеместный демонтаж шлагбаумов. Это связано с новыми противопожарными правилами, которые вступят в силу с 1 января. Наряду с ними туда вошли рамки, сдвижные ворота определенных конструкций, мешающие въезду пожарной техники во дворы домов. Они окажутся вне закона и подлежат либо переоборудованию, либо демонтажу. Под ограничения и даже запреты могут попасть не только механические ограничители въезда, но даже зеленые насаждения. Деятельность многих транспортных предприятий приостановили в связи с холодами в Якутии. Техника, не предназначенная для работы при температуре ниже 45 градусов, выходит из строя. В первую очередь возникают проблемы с тормозной системой, гидравликой, электроникой. Исключением стали жизнеобеспечивающие и ремонтные компании. Одна из них – Якутск Экосети, оказывает коммунальные услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Сейчас предприятие перешло на веерный принцип. В случае поломки ремонт осуществляется оперативно, и уже через несколько часов или максимум на следующий день машины вновь выходят на линию. Сложно в морозах, но возможно работать в таких условиях. Сложности есть. В основном на холоде замерзает гидравлика и воздушная система замерзает. Соответственно, если вода замерзает, то у нас с тормозами проблемы бывают. А гидравлика, шланги лопаются. У нас механики есть, слесаря, все оперативно делают. У нас работа идет бесперебойно идет. В селе Хатыстыр Алданского района проходит декада Белецкого наслега. Программа торжеств обширна, несмотря на то, что празднование проходит в удаленном формате. Впрочем, хатыстырцы не огорчаются. Через видеоролики прикоснуться к великолепию эвенкийской культуры могут жители всех уголков Якутии. На празднике побывал и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Эта песня теперь гимн села Хатыстыр. Ее авторами стали музыканты из Якутска Светлана и Егор Неустроевы. Дважды в год супруги приезжают в Белецкий наслег. Здесь они организовали хор. Песня была написана год назад на якутском языке. Хатыстырцы перевели куплеты на русский и эвенкийский. Роликом с исполнением гимна открылась декада Белецкого наслега. В этом году праздник посвящен 90-летию ученого тунгуса-маньчжуроведа Якутии Анны Мареевой и 75-летию Великой Победы. Празднество проходит в удаленном формате. Богатство и великолепие эвенкийской культуры представлено в видеороликах.
Тепло и сердечно с праздником Наслега земляков поздравили трудовые коллективы. Жители признаются, что новый формат, хотя и непривычен, но отнюдь не сложен. Пандемия научила работать по-новому. Расширилась и география гостей праздника. Если раньше в дни Наслега в Хатыстыр в основном приезжали гости из близлежащих городов и сел, то теперь песни, поздравления и конкурсы смотрят жители во всех уголках Якутии. Все, что было задумано, все исполнится, все. Не погаснет без времени золотой огонек. Программа Дней Белецкого наслега обширна и разнообразна. Жители села Хатыстыр и поселка Угаян прочтут нингакан на эвенкийском языке, продемонстрируют национальные костюмы, примут участие в семейном конкурсе и представят театрализованные сценки. А увенчает праздник присвоение звания «Почетный житель Белецкого наслега». Татьяна Вахнина, Алданский район, село Хатыстыр. В Википедии появится еще больше информации о Якутии. Это станет возможным благодаря визиту директора wikimedia.ru Владимира Медейко, который прибыл в столицу региона в эти дни. Обсуждаются вопросы продвижения якутской культуры в интернет-пространстве, написания статей про известных якутян в международной энциклопедии, представление якутской науки в рамках идущего творческого конкурса «Наши университеты» и другое. Те, кто готов сделать вклад в продвижение своих населенных пунктов и районов, приглашают к участию в онлайн-мероприятии на платформе Zoom. Для того, чтобы стимулировать наполнение Википедии информацией о Якутии, о культуре, о географии, об экономике, обо всем на самых разных языках. В первую очередь, конечно, на русском, но также на английском, то есть чтобы о Якутии знали в мире больше и больше. Вот. А понятное дело, что очень многие люди, по крайней мере, наверное, даже большинство в мире, они первым, кто ищет, это в Википедии информацию. И, соответственно, чем больше у нас информации о Якутии будет в Википедии, тем больше республики будут знать во всем мире. На этом пока все. Спасибо за внимание. До свидания.